В декабре в селе Красный Восток Карачаево-Черкесии произошло знаковое событие. Состоялась первая встреча лидеров бизнеса народа Абаза. По приглашению президента Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара Мусы Экзекова на встречу приехали многие успешные бизнесмены из числа абазин из Санкт-Петербурга, Москвы, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. Здесь объединяется бизнес-сообщество, и сегодня это начальный этап. Принято решение о создании бизнес-сообщества, дальнейшем утверждении его структуры, утверждение планов работы и, безусловно, направлений самой работы этого сообщества. Это первое ежегодное собрание бизнес-сообщества. Принято решение, что аналогичные собрания будут проводиться ежегодно. Участники встречи договорились объединить свои усилия, направленные на поддержку и развитие народа. Для того, чтобы работа была системной, было принято решение создать Ассоциацию бизнесменов народа Абаза. Я убежден в том, что эта работа будет системной, иначе большого смысла нету начинать, потому что какие-то разовые акции, они эмоционально неплохие, но для того, чтобы по-настоящему, по-взрослому на многие годы реализовывать серьезные проекты, которые абсолютно необходимы, для этого нужна системная работа. А системная работа наша будет заключаться в том, что мы на сегодняшнем диалоге достигли того, чтобы создать координационный совет. Пока это будет один координатор, которому мы всем доверяем. И, соответственно, каждый участник этого процесса, каждый член абазинского делового сообщества сможет вносить свои коррективы, свои идеи, выдвигать свои идеи на обсуждение команде. И таким образом мы будем тренироваться, взаимодействовать и оптимизировать наше взаимодействие в перспективе. И я думаю, что такие мероприятия будут, они ежегодные, но какие-то рабочие встречи, они, конечно, будут происходить гораздо чаще. Формат встречи не предполагал принятия каких-то конкретных решений. Важно было довести до бизнесменов информацию и увидеть, насколько они готовы взять на себя какие-то социальные обязательства. Похоже, что готовы. Главное, чтобы сам бизнес чувствовал себя уверенно и развивался. Я думаю, те, кто имеет возможность, естественно, будет готов. И мало того, они и так участвуют сами по себе в каких-то проектах, помогают конкретным людям. Поэтому наши бизнесмены, они очень патриотичные. Самое главное, чтобы была у них возможность свои идеи и идеи, те, которые предлагаются, осуществить и помочь. Участники встречи подробно и откровенно обсудили проблемы, стоящие сегодня перед народом Абаза, и выработали пути их решения. Чтобы в полной мере эти задачи выполнить социальные, нужно, конечно, создать рабочие места. А чтобы создать рабочие места, нужно использовать и земельные, и природные ресурсы там, где могут люди работать и получать заработную плату. Отчислять налоги. Налоги эти будут идти в местный бюджет. И сам муниципальный орган, который здесь работает, тогда и сам может принимать участие в создании социальных благ для этого села. Новые рабочие места могут быть созданы в том числе через комплексное развитие территорий. Для этих целей был создан фонд содействия культурному и социально-экономическому развитию абазино-абхазского этноса. Участников встречи пригласили войти в состав соучредителей и попечительский совет фонда. В будущем будет разработана и утверждена единая программа по благоустройству и развитию абазинских населенных пунктов с целью привлечения инвестиций в проекты. Я за то, чтобы планомерно развивать. Если мы за все сразу возьмемся, мы ничего не достигнем. Поэтому надо выбрать приоритеты нашей деятельности. Самое главное. Что самое главное? Я считаю, здоровье нации самое главное. Культура, сохранение языка, традиций, обычаев. Это то, что определяет этнос как таковой. Вот особое внимание уделить на эти моменты. Но для этого нужны и условия, в которых мы это будем все претворять. То есть
нужны соответствующие культурные учреждения. Это клубы, это спортзалы. Первым проектом созданного фонда станет создание туристического, культурного, спортивного и делового кластера в Красном Востоке. В начале 2016 года в селе начнется строительство многофункционального спортивного комплекса, где можно будет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой и танцами. Строительство планируется завершить за 8 месяцев. Затем на берегу реки Кумы планируется создать этнографическую абазинскую деревню, которая станет туристическим центром притяжения. Сомневаться в успешной реализации проекта не приходится. Доказательством этому служит благоустроенный наличные средства мецената Мусы Игзекова минеральный источник. После успешной реализации кластера в Красном Востоке этот опыт планируется распространить и на другие абазинские села. На Красном Востоке мы отрабатываем, по сути дела, почти все направления, которые могут быть применены в других селах тоже. Мы будем изучать, какие села в чем сильны, и в зависимости от этого мы будем выбирать те населенные пункты, которые больше готовы для того, чтобы реализовывать эти идеи. Опыт и знания деловых людей, их ресурсная и финансовая сила, а также умение преодолевать сложности и принимать вызовы принесут большую пользу народу Абаза. Максимального эффекта можно добиться путем объединения усилий. Встреча состоялась на очень высшем уровне. Идея сама, значит, собрать бизнес-сообщество Абазин. Идея очень хорошая и уверен, что имеет большое будущее. Во главе с таким созидателем, руководителем, значит, как Муса, значит, уверен, что за собой он поведет команда бизнесменов реально, которые могут созидать, за собой поведет и будет хорошие задачи, которые ставятся, значит, будут реально воплощены. И каждый в силу своих возможностей уверен, что будет помогать после сегодняшней встречи, потому что люди увидели, люди услышали, что кое-что есть забытое, которое нужно поднимать, от которых нужно, значит, нельзя забывать, это язык, здоровье, спорт и так далее и тому подобное. И самая главная задача, даже вопрос номер один, это трудоустройство. Человек, если трудоустроен и зарабатывает что-то, он дальше пойдет, значит, в парк, погуляет, значит, и спортом будет заниматься, и семью, если сможет обеспечить, дальше все остальное будет. Лидеры бизнеса привыкли самостоятельно решать свои проблемы и задачи, рассчитывая только на себя. Поэтому чувство общности, которое зародилось на этой встрече, вселяет огромную уверенность в том, что уже сейчас сделан огромный шаг в деле развития нынешнего и будущего поколений. Главное – сохранить уверенное движение вперед и быть вместе.